В эфире новости расскажем о главных событиях к этому часу. В студии ведущий Василий Радченко. Здравствуйте. Первый человек с заболеванием коронавирусной инфекции скончался в Якутии. Сотрудники правопорядка продолжают патрулировать улицы и выявлять нарушителей режима. Какие штрафы грозят за несоблюдение мер? Сегодня в мире отмечается День городов-побратимов. Расскажем о союзе и тесных связях Якутии и города-героя Севастополя. Первый летальный исход после заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Якутии. Скончалась 65-летняя пациентка. Женщина поступила в больницу уже на поздней стадии в тяжелом состоянии. Его осложнили возраст и многочисленные сопутствующие хронические заболевания. С 15 апреля пациентка находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Наши врачи делали все, что могли, боролись за ее жизнь, но, к несчастью, здесь как раз был тот перечень заболеваний, который дает осложнения при новой коронавирусной инфекции. Это хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма и единственная почка. Поэтому я призываю, наверное, всех жителей еще раз неоднократно подумать о здоровье своих родных и близких. Если для молодых это вирус практически протекает бессимптомно, у нас такие ситуации есть, мы видим такие случаи. Дети у нас носят бессимптомный характер и являются переносчиками. То, конечно, для возрастных наших пациентов это очень тяжелое испытание, тяжелое течение заболеваний, к сожалению, которые приводят вот к таким летальным случаям. Глава Якутии выразил слова соболезнования в связи со смертью пожилой женщины с коронавирусом в Якутске. Цитата из сообщения. «Пришла печальная новость. В Якутске умерла пациентка с коронавирусной инфекцией. Наши врачи делали все возможное, чтобы спасти ей жизнь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее», написал Айсен Николаев в своем инстаграм. Глава Якутии призвал соблюдать все меры предосторожности, ограничительные режимы и беречь старшее поколение. Всего же в Якутии за минувшие сутки зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом. Такова информация оперативного штаба республики по предотвращению COVID-19. Министр здравоохранения Елена Борисова сообщила, что всего с начала пандемии зарегистрировано 159 случаев заражения. 18 человек выписались после полного выздоровления. 2 пациента находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь. Сегодня в Республике Саха-Якутия продолжает оставаться напряженной ситуация по завозу и распространению новой коронавирусной инфекции. Задействовано уже в борьбе с вирусом 9 наших районов, и в том числе город Якутск. Мы сегодня видим 3 вида этих распространений этого вируса. Это первый — завозные случаи, они продолжают иметь место быть. Второй — это круг контактных, которые мы тоже выявляем интенсивно. И третий, самый опасный, на наш взгляд, это то, что сегодня мы уже видим хаотичное распространение вируса по республике. У нас есть лица, которые не могут определиться своим противоэпидемическим анамнезом. Как, например, вчера показал случай в Хангаласском районе, где у нас житель никуда не выезжал, ни с кем не контактировал. Порядка 200 человек привлечены к административной ответственности за несоблюдение самоизоляции в Якутии. Сумма штрафов варьируется от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Ульяна Шагина о том, какие это правила и кто все же может передвигаться в эти дни по улицам города. Почему без средств защиты? Вот у меня вот так вот. Это маска? Это вот маска у меня. Ага, но у меня еще маска вот здесь есть. Потому что режим самоизоляции в период пандемии должен соблюдать каждый сознательный гражданин. Улицы столицы заметно опустели. Сотрудники полиции в круглосуточном режиме патрулируют город. Особое внимание уделяется лицам, которые обязаны сидеть на самоизоляции. Это прежде всего те, кто прибыл в Якутск из других стран и регионов России. По статистике уклоняются от правил примерно 20% якутян, и контроль за ними будет только ужесточаться. Прямые контакты с ними ограничены. Диалог проводится через дверь, через домофон, может быть, через окно. Кроме этого, используем телефонные звонки, видеозвонки. Используются возможности аппарат сегментов АПК «Безопасный город». Напомним, в Якутске, в поселках Жатай и Нижний Бестях, а также в Мирнинском и Нернгринском районах, согласно указу главы Якутии Айсена Николаева, самоизоляция носит обязательный характер. Жесткие меры по самоизоляции приняты в вахтовом поселке Сунтарского Луса, а также в городе Алдан и поселке Ленинский, где в эти дни для жителей ввели цифровые пропуска. Да, мы начинаем введение цифровых так называемых QR-пропусков
для того, чтобы сотрудникам полиции, сотрудникам ГИБДД было легче отрабатывать пропускной режим. Жители вышеперечисленных муниципальных образований покидать свое жилье могут только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, похода в близлежащий от дома магазин за продуктами первой необходимости, выгула домашних животных и выноса мусора. Следят за соблюдением всех этих правил не только сотрудники правоохранительных органов, но и госавтоинспекции. У нас с 15 по 30 апреля приостановлено движение легковых такси, а также автобусов категории М1 и М2 весом до 5 тонн в межрайонном сообщении, в связи с чем из крупных населенных пунктов, также на границах районов выставлены посты ДПС. В тех муниципальных образованиях, где сегодня действуют определенные ограничения, ездить по улицам может только транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность населения. У остальных же в наличии должна быть справка от организации о привлечении к работе во время эпидемии. За нарушение всех правил грозит штраф, причем весьма существенный. Только для физических лиц, как для водителей, так и для пешеходов. Сумма штрафов может варьироваться от 1000 до 30 тысяч рублей. Ульяна Шагина, Эдгар Николаев, Якутск. Спасатели извлекли тела 2 погибших при провале автомобиля под лед в Алекминском районе Якутии. Напомню, что ЧП произошло накануне. По данным следствия, 5 человек на автомашине ГАЗ-Соболь вопреки запрету выехали на реку Лену к месту ледовой переправы. Примерно на середине реки на расстоянии около 300 метров от берега произошел разлом ледового покрытия, и автомашина погрузилась под воду. Из транспортного средства не смогли выбраться 2 пассажиров мужчин 94-го и 95-го годов рождения. Следствие продолжает проверку. К другим новостям. 6 миллиардов рублей направит правительство России на льготную ипотеку. Дополнительное финансирование предоставит из резервного фонда. Оно возместит кредитным организациям недополученные доходы по ипотечным кредитам, выданным по программе льготной ипотеки 6,5%, предложенной президентом Владимиром Путиным. Бюджетные средства пойдут в размере до 6 миллиардов рублей на предоставление субсидий акционерному обществу «Дом.РФ». Сегодня в мире отмечается День городов-побратимов. Почти 6 лет назад Якутск и город-герой Севастополь заключили соглашение о торгово-экономическом, социальном, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Тем самым закрепились исторические связи и многолетние дружеские отношения. За эти годы определены точные данные захоронения воинов Якутского пехотного полка на братском кладбище Севастополя. Благоустроен сквер на улице Якутской в Нахимовском районе города, а сотни якутских детей отдохнули в оздоровительном лагере на Черном море. Наш СОБКОР в Севастополе расспросил местных жителей, что они знают о столице. Якутия – это вообще-то была одна из республик Советского Союза, самая северная, там люди. Привет! Я знаю, вечная мерзлота, олени, юка, рыба. Золото добывают, много полезных удобрений, люди добрые. Несколько лет тому назад здесь приехали представители Якутии. И вот, в общем-то, эту детскую площадку делали они. Это в честь якутского полка, который участвовал в первой обороне Севастополя. Якутия нам помогла сделать нашу площадку, это мы знаем. Якутия, да, как улица наша якутская, то наш братский народ нам помог. Так что спасибо, Якутии. Военные артисты открыли в Ростове-на-Дону серию дворовых концертов ко Дню Победы в одном из старых районов города. В режиме самоизоляции люди не могут позволить себе посетить места воинской славы и почтить память погибших в крупнейшей в истории мировой войне. Особенно это тяжело осознавать в преддверии Дня Победы. Исправить ситуацию вызвался ансамбль песни и пляски Южного военного округа. Сегодня мы решили дать несколько замечательных песен и направить всех, что скоро будет праздник, День Победы, спеть для жителей нашего города, во дворах, чтобы они со своих балконов могли посмотреть, поддержать их, что они молодцы, сидят все на самоизоляции, что сейчас есть сложности. Когда все закончится, и будет и великий военный парад, и будет бессмертный полк, и будут большие концерты ансамбля песни-пляски Южного военного округа. Вот на этом мы сейчас и нацелены. Этот день мы приближали.
День Победы не отменят и в западно-якутском поселке Айхале. Почтить память можно будет в режиме аудиотрансляции, а сам населенный пункт традиционно украсят флагами и символикой. Как преобразится поселок ко Дню Победы, узнавала Альбина Шарафиддинова. Баннер с победной символикой украсил жилую пятиэтажку в Айхале. Его закупили местные предприниматели. Полотно высотой 10 метров обошлось в 25 тысяч рублей. Установить его помогли местная администрация и айхальское отделение культурно-спортивного комплекса «Алроса». Мы решили установить баннер в честь празднования 75-летия Великой Победы Отечественной войны с предпринимателями нашего дома. На баннере изображен летчик, как символ всех советских летчиков, защищавших наше небо в годы Великой Отечественной войны. И мы желаем всему поселку мирного неба над головой. Еще несколько баннеров украсили аптеки. Все полотна выполнены в едином стиле, разработанные на федеральном уровне. Официальный логотип состоит из двух обязательных частей – округлая цифра 75 и надпись «Победа». Подключился к преображению поселка и айхальский комбинат. Плакат с изображением командира, призывающего в атаку своих бойцов, разместили на стене торгового центра. Айхальский ОК принимает активное участие в праздничном оформлении зданий комбината на территории муниципального образования поселок Айхал. Так будут оформлены здания АБК, площадки юбилейная, обелиск скорбящей матери, это объект муниципального образования поселок Айхал, и улица Промышленная, которая находится на балансе Айхальского хранобудительного комбината. Вдоль центральных дорог установили 60 светодиодных консолей. По вечерам будет включаться праздничная иллюминация. Только на эти цели поселковая администрация выделила более 1 миллиона рублей. Помимо световых конструкций, центральные улицы и площади украсят флагами и праздничными растяжками. Заметили ли праздничную атмосферу айхальцы, мы решили спросить у них самих. Где фонари, я видела. Так все красиво, конечно, в поселке. Но народу нет, все соблюдают режим самоизоляции, это к лучшему. Встречала еще в Арке на Бойко, а так больше нигде не видела. Но если будет больше, то будет лучше. Здесь вот очень красиво у нас нарисовали, тоже действительно. Из-за пандемии коронавируса День Победы в Айхале не отменят, лишь проведут в другом формате. Основные культурно-массовые мероприятия пройдут в режиме аудиотрансляции. Для того, чтобы ваш герой прошел в бессмертном полку, который мы будем записывать в режиме онлайн аудиотрансляции, вам необходимо до 2 мая на электронный адрес администрации adm-aihal@mail.ru направить текст. Не отменят и традиционный конкурс чтецов. Его проведут в заочном формате. Предложили айхальцам украсить и окна своих квартир, домов и подъездов. В администрации поселка стартовала акция «Окна Великой Победы». 9 мая услышат айхальцы и торжественный митинг. Торжественный митинг смогут услышать жители поселка из 4 точек стационарного вещания. Также администрацией поселка при содействии Айхальского ГОКа и депутатского корпуса будут организованы передвижные точки онлайн-трансляции торжественного митинга, которые будут охватывать поселок Дорожный, Октябрьскую партию, а также Нижний поселок. Праздничный день не повод выходить на улицу. Лучше почтить память героев дома и не подвергать опасности других. Альбина Шарафиддинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Государственный русский музей отметил свой 125-летний юбилей в режиме онлайн. Как отмечают организаторы, к празднику долго готовились и не хотели лишать поклонников искусства возможности увидеть мировые шедевры, выставленные в музее. На кадрах можно увидеть и почувствовать, как выглядит виртуальная прогулка. Открылись и новые тематические экспозиции под названием «Художники и коллекционеры Русскому музею. Дары, избранное и память». На этом выпуск подошел к концу. До встречи в следующем часе.